Короткое вступление. Операция под названием «Джихад», проведенная вооруженными силами Чеченской Республики Ичкерия 6 августа 1996 году. А вы знаете, что произошло 6 августа в 1990 году? Так вот, глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, выступая в Казани, произнес знаменитую фразу «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Позже он повторил ее в Уфе. Берите суверенитета столько, сколько можете. Возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Имея на это полное право, чеченцы ее взяли. Но потом, как мы все знаем, Россия совершила агрессию на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Тем самым стала виновницей всех последующих после этого трагических событий. А до войны что было? До войны, по крайней мере, мы жили намного лучше, чем сейчас вот мы живем. Россия начала самую настоящую войну с применением всех видов оружия, стирая с лица земли целые кварталы городов и населенные пункты вместе с мирными жителями. Российские оккупационные войска прошли всю территорию республики, проводя зачистки, выставляя свои блокпосты, военные базы, но никак не смогли установить полный контроль. Потому что чеченские вооруженные силы перешли с оборонительной тактики к полномасштабной войне, а затем к партизанской войне. Враг не знал, что и где контролировать. После ряда трагических событий, жестокости российской армии против мирного населения, нарушения мирных соглашений, в точности перемирия, 6 августа 1996 году вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия проводят операцию, в ходе которой были блокированы, а затем взяты под полный контроль столица Чеченской Республики Ичкерия, город Грозный, Гудермес, Аргун и другие населенные пункты. Всего за несколько дней эти населенные пункты были полностью блокированы, а затем перешли под полный контроль вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Военное планирование и руководство операцией осуществлял начальник главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия генерал Аслан Масхадов. Общая численность подразделений, вошедших в чеченскую столицу, не превышала 850 воинов. Я расскажу очень интересные факты, новые факты, будучи участником этих событий, а также отредактирую ранее целенаправленно измененную разными аналитиками историю этого периода. Видимо, сепаратисты свою задачу выполнили и теперь под покровом наступающей ночи готовятся уйти. Еще одна новость из Чечни. Операция по очистке Грозного от боевиков завершена, сообщил и Тартас. Сегодня подразделения внутренних войск МВД России взяли под контроль последний оплот дудаевцев, микрорайон Грозного, Черноречье. Потерь в ходе операции со стороны внутренних войск МВД России нет. И вот еще одно срочное сообщение из Тартас. Завершена операция по очищению столицы Чечни от незаконных вооруженных формирований. Сегодня подразделения внутренних войск МВД Российской Федерации взяли под контроль последний оплот дудаевских боевиков, микрорайон Грозного, Черноречье. При этом административные здания и дома мирных жителей не пострадали. Потерь в ходе операции со стороны внутренних войск МВД Российской Федерации нет. Во-первых, чеченская сторона не ставила перед собой главной целью уничтожение войск российских оккупантов. Наоборот, как описывали эту операцию свидетели, проведенная чеченскими силами операция показала гуманность чеченской стороны. То есть цель была принудить оккупантов к миру и в первую очередь избежать жертв среди мирного населения. Если хотите, я могу просто вам зачитать и приказ, который у меня имеется. У меня приказ просто блокировать, не убивать, просто блокировать. Там находятся действительно военнослужащие, многие срочные службы. Если они пожелают покинуть Чечню, поехать домой к своим родителям, мы даем им право. Немного хроники 1996 года. Предыстория этой операции. 6 по 8 марта 1996 году по указанию и плану Главного штаба Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия была проведена операция по временному захвату города Грозного. А точнее, создавалась видимость захвата Грозного. Несколько подразделений Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия вошли в город,
захватили в основном Старопромысловский район, блокировали большинство российских блокпостов и дислокаций противника. Через несколько дней ожесточенных боев чеченские подразделения выходят из Грозного, захватив большое количество трофеев, продовольствия и медикаментов. Потери российских оккупантов, только по их данным, составляли более 100 убитых и около 300 раненых. Но что было важно и что было основной целью Главного штаба Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия в проведенной этой операции? В ходе боев в чеченской столице были выявлены уязвимые места российских оккупантов. Эти данные были нужны для подготовки новой операции. 16 апреля 1996 года колонна 245-го мотострелкового полка, двигавшаяся в Шатой, попала в засаду в Аргунском ущелье, возле села Ирышмарды. Вся колонна бронетехники уничтожается, спасается лишь малая часть личного состава. 21 апреля 1996 года Россия убивает первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Российский самолет А-50, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, пеленгует сигнал спутникового телефона, и этот самолет передает координату двум штурмовикам Су-25, которые наносят ракетный удар. Секретным указом Бориса Ельцина летчикам присвоены звания Героев России. Война продолжается, принимает затяжной характер. Но Москва решает пойти на переговоры в связи с намечавшимися тогда президентских выборов в Российской Федерации. И с 27 по 28 мая 1996 года в Москве прошла встреча двух воюющих сторон, на которой удалось договориться о перемирии с 1 июня 1996 года и обмене военнопленными. В начале июля в селе Махкиты проходит встреча руководства Чеченской Республики Ичкерия. На этой встрече присутствовали все чиновники и командиры чеченских вооруженных сил. Здесь был Яндарбиев, Абу Муслимов, Масхадов, Басаев, Алихаджиев, Ханбиев и другие. Против таких жестоких агрессоров. Это связано все с именем Аллаха, поэтому Аллах во всем нам помогает. Джихад это защита своего отечества во имя Аллаха. Внезапно российская авиация наносит по этому и другим селам мощные авиаудары. И вертолеты сбрасывают десант на всех горных высотах, а артиллерия и реактивные установки начинают обстреливать весь Веденский район. Начинается полномасштабная войсковая операция. Российские оккупанты продолжают эту операцию с 10 по 16 июля 1996 года. Нашим руководством был дан приказ не вступать в бой, а прорвать кольцо окружения. И в течение 6 дней нам пришлось выходить из этого окружения в разных направлениях. И позже оказалось, что эта задумка была Александра Лебедя, то есть сделать одним махом то, что не смогли сделать все генералы Генштаба Российской Федерации, начиная с 1994 года. После нарушения российской стороной перемирия, ранее достигнутых назрановских договоренностей о прекращении огня, чеченская сторона решает провести операцию «Джихад». Название этой операции было дано еще задолго до ее проведения. Была проведена огромная работа с населением, мы распространяли листовки с обращениями, информировали, что в ближайшее время будет проведена операция по освобождению города Грозного от российских оккупантов. Были также обращения на радиочастотах российских оккупантов, чтобы они не оказывали сопротивления, если захотят сохранить свои жизни. С нашей стороны было сделано все и делалось все, чтобы не пострадало мирное население. Об этой операции знали мирные жители, знали также российские оккупанты. Российская сторона не верила в захват Грозного, не было усиления блокпостов и военных баз, не было абсолютно никаких действий. Начальник Главного штаба Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов отправляет меня, как специалиста по радиосвязи, в город Грозный.
где в течение одного дня была установлена связь на разных частотах. Затем под обстрелы пришлось поехать в село Шатой, где все радиостанции были установлены на эти же частоты. Позже такая работа была проведена и в других районах. В то время, когда я устанавливал эти радиочастоты, то смог выявить частоты разных российских подразделений и даже частоты основной базы в Ханкале, и которые по своей инициативе я установил на радиостанциях наших подразделений. Огромную подготовительную работу провели наши связисты, люди Димаева Али, Идрис, Абдулла и другие. В течение нескольких дней в начале августа подразделения чеченских вооруженных сил начинает проникать в столицу Ичкерии. Группы чеченских воинов исключительно с легким вооружением входили в город Грозный в основном с южной стороны. قد واخوشن كابيتالنا كروج غلط وان ببيشتو يجع بطا يجع شرات وان جغبالات تدي شيشيات هاي بابوشن غايش بيوش يا مولا لا تبالوي يا مولا الله اكبر الله اكبر Иров, Шаманов, Пуликовский, подкармливаемый нашим национал-предателем Завгаевым, не насытившись нашей с вами кровью, грубо, нагло, варварски, нарушив достигнутые Назрановские договоренности о прекращении войны, возобновили боевые действия. По их вине гибнут дети, женщины и старики, и не высыхают слезы ваших матерей. Наши действия направлены не против вас, а против вышеназванных палачей и убийц. Мы призываем вас не покидать места ваших дислокаций, не открывать огонь, прекратить движение на бронетехнике и в пешем порядке, установить связь с ближайшими нашими командирами по любым вопросам. При выполнении этих условий наши бойцы не будут открывать огонь по вашим позициям. Ваша судьба в ваших руках. Желаем вам вернуться домой живыми и здоровыми. Всем, кто перейдет на нашу сторону, гарантируем жизнь и беспрепятственную отправку домой. Генерал Масхадов. Боевые действия начались в 6 утра 6 августа и продолжались до 22 августа 1996 года. Ударам и атакам подвергались именно те места, где были дислоцированы вражеские силы. То есть, когда российская артиллерия и авиация наносила удары, в основном потери несли сами российские оккупанты. В радиоэфирах на их частотах только и были слышны мольбы о помощи, чтобы их вывели из окружения, плач, мольбы о прекращении мощных ударов артиллерии и авиации. Враг был полностью парализован. Думайте, как вывозить и как нас выручать. Прием. Я ранен, БМП выведены из строя. Мы знали о малейших передвижениях вражеских сил, а руководитель этой операции, начальник главного штаба Аслан Масхадов, мог управлять нашими подразделениями. Война закончится, когда не будет здесь ни одного солдата, и когда они сядут с нами за стол переговоров. И все-таки определят в конце концов, кем, какими нам быть. Вот. А если думают с силой или там с запугиванием, то война только начинается. Мы отсюда не собираемся уходить и не думаем, что мы отсюда выйдем. Это наша земля. Мы будем до конца своих дней, пока у нас еще бьется сердце, биться с этими оккупантами. Из-за своей беспомощности российские оккупанты стали брать заложников из числа мирных жителей, как это произошло, например, в 9-й городской больнице, а также в районе 15-го военного городка. Среди них было много русскоязычных жителей. То же самое происходило во время боев в Грозном в марте того же года.
Вот запись радиопереговоров оккупантов, относящихся к этому периоду, между находящимся в окружении российским блокпостом и Главным управлением оперативного штаба МВД Российской Федерации, позывной 800. Оккупанты, оборонявшие блокпост, оказались в окружении, кончались патроны, было много раненых и убитых, и наступали сумерки. Однако на отчаянные просьбы о помощи штаб отвечает, что возможности предоставить помощь нет. И далее следует совет, что делать. Поэтому все эти захваты оккупантами в заложники мирных жителей для спасения своих жизней были с прямого указания командиров. Вы не бойтесь, сейчас под прикрытием темноты захватите пару чеченских семей. Объявите, что вы взяли за под их прикрытием находиться в доме. Круговой оборот. Вот такой вариант последний предлагаю. Как понял, прием. Понял вас, понял. Во время этой операции в Грозном, когда оккупанты взяли в заложники мирных жителей из 9-й городской больницы, всех этих тяжелобольных, стариков, женщин и детей, а также русскоязычных жителей города Грозного, их командование открыто говорило: это вам за Буденновск. Хотя здесь не было никакой логики, чтобы привести такую параллель. Надо сказать правду, в Буденновске были требования прекращения боевых действий, вывода российских войск, приостановления войны, в которых гибли люди с обеих сторон. В этом случае многочисленные захваты заложников российскими войсками во время российско-чеченской войны условия были исключительно такими: не стреляйте в нас, не то мы будем стрелять в мирных жителей. Выпустите нас из кольца окружения живыми. Наша сторона была готова пойти на все и делала все, чтобы они оставили живых захваченных заложников. Так и произошло. После договоренности с нашим командованием российские оккупанты сажали на бронетехнику женщин и стариков и продвигались в сторону своих баз. Чеченская сторона не сделала ни одного выстрела. С первых дней операции было видно, кто одерживает победу, так как российские оккупанты стали нести большие потери и сдаваться в плен. Было захвачено большое количество трофеев, включая бронетехнику. Хабиров, Шаманов, Пулюковский, подкармливаемый нашим национал-предателем Завгаевым, не насытившийся нашей с вами кровью, грубо, нагло, варварски нарушив достигнутые назрановские договоренности о прекращении войны, возобновили боевые действия. По их вине гибнут дети, женщины и старики, и не высыхают слезы ваших матерей. Наши действия направлены не против вас, а против вышеназванных палачей и убийц. Мы призываем вас не покидать места ваших дислокаций, не открывать огонь, прекратить движение на бронетехнике в пешем порядке, установить связь с ближайшими нашими командирами по любым вопросам. При выполнении этих условий наши бойцы не будут открывать огонь по вашим позициям. Ваша судьба в ваших руках. Желаем вам вернуться домой живыми и здоровыми. Всем, кто перейдет на нашу сторону, гарантируем жизнь и беспрепятственную отправку домой. Генерал Масхадов. Давайте, русские валите! Сегодня вечером для вас будет дискотека! Вы уходите также. Встречайте. Даю тебе слово, что я твое слово не нарушу. А если ты не веришь, ты можешь что СОБР стоит запросить. У тебя и время есть на это. Встречай. А мы не СОБР, мы ФСБ. Знаешь что? Извини за выражение, но это то же самое, только в другой руке. Российское командование не хотело признавать свое поражение, но было в шоке и панике, поэтому и шли на самые безумные шаги. Ведь как это так? Совсем недавно они трубили на весь мир, что чеченское сопротивление подавлено и остались считанные дни до полного разгрома. А тут получилось наоборот. Из-за своей беспомощности российские войска стали убивать мирных жителей. К примеру, 7 августа 1996 года российские вертолеты расстреляли 2 автобуса и 2 машины с беженцами, убив тем самым 22 человека. Из них 6 детей было от 3 до 5 лет. 8 августа 1996 года 3 российских вертолета сели на окраине села Комсомольское, Саадик-Отер.
и расстреляли 18 мужчин. Российскими вертолетами были также расстреляна машина с 6 журналистами «Франс Пресс», ИФА, ВТН и «Радио Свобода». Были также и другие случаи. В ходе этой операции российский генерал Константин Пуликовский обратился с требованием приостановить бои и всем, кто находится в Грозном, покинуть его в течение 48 часов по специально предоставленному коридору через Старую Сунжу. Как-то в беседе с журналистом Пуликовский сказал: «Мы не намерены дальше мириться с наглыми и варварскими действиями бандформирований, продолжающими сбивать наши вертолеты, совершать дерзкие диверсии, блокировать российских военнослужащих». Российскому генералу-оккупанту не понравилось, что чеченцы провели такую дерзкую операцию на своей родной земле. Судя по сообщениям информационных агентств, командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чечне генерал Пуликовский начал отсчет 48 часов, отводимых на выход из Грозного оставшихся мирных жителей. Вслед за этим в отношении укрепившихся в городе боевиков начнутся широкомасштабные боевые действия с использованием всех имеющихся сил и средств. Чеченская сторона не приняла этот ультиматум. Видя свою безвыходность, так как любые попытки прорвать окружение приводили к большим потерям, российское командование решило сдаться. По данным чеченской стороны, 45 тысяч российских оккупантов, это все виды войск, оказались бессильными перед вошедшими в город 850 чеченских воинов. Считаем это поражением. Это разумная, наконец-то, позиция, которую правительство выбрало. Ее надо было, если так откровенно, как солдат, я вам скажу, в 1994 году этого начинать не надо было. А вы с боевиками общались по рации во время операции в Грозном? Вы знаете, один раз. Предложил им сдаться. Но они мне сказали, говорят, ты, наверное, новенький. Я говорю, да. Я говорю, новенький. Недавно сюда прибыл. Ну тогда, говорит, и понятно. Это ты, говорит, сдавайся. Потому что живо отсюда не уйдешь. Ну я засмеялся и все, больше ничего не стал говорить. Российское руководство было вынуждено отказаться от своего ультиматума и начать переговоры. В Ичкерию вылетел секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Александр Лебедь, и после нескольких встреч с начальником Главного штаба Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Асаном Асхадовым 31 августа состоялось подписание Хасавюртовских соглашений. Подписанием этих документов была прекращена Первая российско-чеченская война. Было решено, что российские войска покинут Ичкерию до 31 декабря 1996 года. Стоит заметить, что даже до того, как вывести свои войска с территории Чеченской Республики Ичкерия, в Кремле началась планировка новой войны. Войны-реванш за свое позорное поражение. В качестве факта можно привести слова секретаря Совета Безопасности Александра Лебедя, сказанные во время подписания мирных соглашений, то есть Хасавюртовских соглашений. Я приготовлю для Чечни 25 тысяч волкодавов. Еще до подписания этих соглашений Лебедь, оказывается, встречался с генералами, дабы узнать, когда армия встанет на ноги, ведь в то время она была полностью деморализована. Спикер российского парламента Говорухин, который в корне ненавидит чеченцев, говорил тогда, что Россия еще покажет чеченцам. Эти же слова повторил и Лукин, который позже известен как правозащитник. Он сказал, что Россия через 5 лет, когда окрепнет ее армия, отомстит чеченцам. Сразу после позорного поражения российской армии генералы решили взвалить всю вину на политиков, говоря, что им не дали завершить войну победой России, что у них из-под носа увели победу, что им не дали добить чеченцев. Они называли их предателями. Как будто до этого у них не было времени, ведь у них было 20 месяцев и в распоряжении все виды войск и вооружения. Так высказался по этому поводу участник хасавюртовских переговоров Владимир Лукин. Генералы не хотели признавать, что они не могут победить.
Я думаю, что те военные, которые непосредственно участвовали в неудачных сражениях, пытались сохранить свое лицо. Ведь военным всегда не хватает 5 минут для того, чтобы одержать полную победу. Поэтому я думаю, что это было такое размахивание кулаками после боя. Когда им указывали на их просчеты и на то, что времени для подавления сопротивления боевиков у них было предостаточно, они замолкали. Позже Россия подвергнет полной блокаде Ичкерию, начнет провокации на всей территории, и в ход будет пущено все, чтобы навязать новую войну. И еще раз приведу факты, подтверждающие то, что Россия в любом случае навязала бы чеченцам войну. Из интервью Владимира Лукина. Российской стороне нужна была передышка. Передышка была нужна и в политическом, и в военном отношении. Было очевидно, что наша армия увязла там. Нужны были очень серьезные меры для того, чтобы усилить армию, укрепить ее, создать ситуацию, при которой можно было бы с помощью, в том числе военной силы, решить проблему. Вот, я думаю, с этой целью федеральные власти и пошли на переговоры с чеченцами. Это стало понятно, судя по событиям, которые произошли в Чечне позже. Мой вопрос. Смогли бы чеченцы избежать новой войны? Заканчивая это видео, хочется напомнить, что это был единственный в мире случай, когда одна сторона, в данном случае чеченская, провела масштабную операцию не для того, чтобы нанести урон вражеской силе, а блокировать их и принудить к миру. Ну и как? Ну, надо у них спрашивать, как они чувствовали. А что, для нас это просто вот так. Обычная разминка. Обычная разминка. И Масхадов ясно осознает одно, что войны не должно быть. Все проблемы, которые стоят перед нами, должны быть решены другим путем, не войной. И, наверное, ясно это осознавая, будем делать это. Во всем мире был проявлен интерес к чеченской операции «Джихад». Ее изучали до мельчайших деталей. Она также преподавалась и преподается в различных военных институтах, училищах и колледжах в больших странах.